Голос, лицо человек скрывает. На Украине остались родственники. Мужчина заявил, что в день крушения Боинга 17 июля был на авиабазе под Днепропетровском. По его данным, незадолго до трагедии с аэродрома взлетели 3 военных самолета. Один из них был оснащен ракетами «Воздух-воздух». Марки какой? Су-25. Су-25. Так. Вы лично видели, что вылетел самолет с ракетами «Воздух-воздух»? Да. На снимке ракета «Воздух-воздух» слева. Она значительно меньше ракеты класса «Воздух-Земля». Специалист отличит одну от другой без труда. По словам свидетеля, боекомплекты для воздушных целей летчики практически не использовали. Они были старые и их уже списали. Но за неделю до трагедии поступил приказ вернуть ракеты «Воздух-воздух» на боевое дежурство. Как утверждает гость комсомолки, 17 июля из 3 штурмовиков 2 были сбиты. На аэродроме приземлился лишь пилот самолета, на котором ранее и были установлены ракеты «Воздух-воздух». Летчик этот был очень напуган. Вы знакомы с этим летчиком? Видели его? Да. Вы знаете его. А можете сказать, как его звали? Волошин фамилия. Звание там? Капитан. И вот этот капитан Волошин вернулся. И дальше расскажите про него. Вернулся с пустым боекомплектом. То есть ракет не было? Да. В украинских ВВС действительно служит капитан Владислав Волошин. Его фотографии и видео легко найти в интернете. На сайте президента Украины опубликован указ от 19 июля. Волошина наградили орденом за мужество спустя 2 дня после крушения Боинга. Возможно, это лишь совпадение. Мужчина, который общался с журналистами комсомолки, был рядом с Волошиным, когда он вернулся с задания 17 июля. Фраза была от него слышна, когда из самолета вывели. Самолет не тот. И вечером вечерняя фраза была, вопрос у одного летчика к нему, к этому же. Что там с самолетом? На что тот ответил, самолет оказался в ненужное время, в ненужном месте. С этим человеком главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин общался лично больше часа, и у него сложилось мнение, что решение открыть огонь летчик Волошин мог принять самостоятельно, не разобравшись, что это за самолет. Боинг летел на высоте 10 километров, максимальный подъем Су-25 – 7 километров. Чтобы зафиксировать цель, летчику, по словам гостя комсомолки, достаточно поднять нос штурмовика вверх. Дальность полета ракеты «Воздух-воздух» более 10 километров. Когда погибло на его глазах 2 самолета, он, естественно, впал в ступор, в панику, и это было такое очень нервное состояние. В этот момент он обнаруживает, что в пределах его видимости на расстоянии 3-5 километров проходит какой-то самолет. Человек сначала выстрелил, а потом подумал. После изучения снимков с обломками Боинга версию об использовании ракеты «Воздух-воздух» высказывали малазийские военные эксперты. 2 самолета в небе видел житель деревни, где упал лайнер. Лицо очевидца мы не показываем в целях безопасности. Самолет вот так летел. Я ж не знал, не ожидал. Летит. Какой самолет? Боевой этот истребитель. И навстречу этому пассажирскому сравнивается, и сразу бух! Раз. Его в двигателе сразу вспышка такая. То есть вы своими глазами видели, как один самолет стрелял в другой самолет? Да. Украина заявляла и заявляет, 17 июля ее военные самолеты в небе над Донбассом не летали, а штурмовики были сбиты на день раньше. Публикация комсомолки ставит под сомнение эти высказывания. По мнению экспертов, показания свидетеля должны привлечь внимание Международной организации гражданской авиации, сокращенно ИКАО. Учреждение координирует работу голландских следователей. Сегодня комиссия ИКАО, на мой взгляд, должна сделать следующий шаг. Потребовать проведения непосредственно следственных мероприятий на территории Украины. На том аэродроме, где базировались самолеты. Атака пассажирского лайнера ракетой «Воздух-воздух» лишь одна из версий. Российские средства объективного контроля фиксировали в районе катастрофы работу украинской станции обнаружения целей «Купол», которая дает координаты установкам БУК. Высказывалось предположение, что Боинг был сбит с земли. Пролить свет на случившееся могли бы данные американских военных. В это время над местом крушения Боинга находилась серьезная группировка спутников, в том числе суперсовершенных современных спутников Соединенных Штатов Америки, которые засняли полностью ситуацию с крушением Боинга. Однако эту информацию не предлагают общественности. Судя по всему, она невыгодна ни для Соединенных Штатов Америки, ни для стран Европейского Союза, ни для Украины в том числе. Учесть все детали, проверить каждую версию и опросить свидетелей – это задача экспертов. Только в случае полноценного расследования можно
можно установить истинную причину трагедии. Пока деятельность голландских специалистов вызывает много вопросов. Почему от участия в расследовании практически отстранили малазийцев, а экспертизы проходят в Великобритании? И станут ли теперь следователи искать летчика Волошина? Интервью, опубликованное в «Комсомольской правде», уже заинтересовало сотрудников Следственного комитета России. Они намерены взять у свидетеля показания и проверить информацию, о которой рассказал гражданин Украины.